По данным юристов, 98% потребительских кооперативов обманывают своих пайщиков по следующей схеме. Они предлагают внести в их фонд определенную сумму. Значительная часть из этих денег уходит на личные нужды организаторов фонда, а на оставшиеся выплачиваются обещанные проценты. Когда деньги для выплат процентов кончаются, руководство кооператива, по словам юристов, собирает чемоданы и исчезает. Ситуация, к сожалению, довольно часто встречается. Все эти потребительские кооперативы работают по принципу финансовой пирамиды, так же, как и МММ. Выплаты дивидендов производятся до того времени, пока идут поступления от новых вкладчиков. Как только поступления уменьшаются, так, соответственно, прекращаются и выплаты. И такие ситуации решаются только в судебном порядке. В отдел внутренних дел поступило уже несколько обращений от обманутых вкладчиков. Большинство пострадавших – люди пожилого возраста. Старшее поколение, как будто не знавшее и не слышавшее про финансовые обманы, почему-то продолжает верить кредитным организациям с сомнительными схемами. В 2013 году вступил в этот кооператив. Значит, уплатил, как положено, там взносы вступительные, там членство и еще. Вот. И год было все нормально, они мне проплатили проценты. У меня в декабре, значит, срок заканчивается. Я к ним подошел, они мне говорят, у нас все нормально, все хорошо, давай это мы. Сейчас проценты, как раз повысились проценты от 18 до 25. Говорит, у тебя, значит, получается и взнос нормально, и уговорили, что у нас сумма страховая 700 тысяч, ты по-любому ничего не теряешь. Вот. И они меня уговорили, и я, значит, ту сумму, которая у меня была, я всю им опять снова оставил. Но к глубокому удивлению Михаила Ивановича, летом кооператив закрылся. Не работал и головной офис в Магнитогорске. Отчаянный пенсионер был вынужден обратиться в правоохранительные органы. В полицию ответ поступил от руководства кооператива, которое ссылалось на трудное финансовое положение. Я человек пожилой, конечно, уже в такую ситуацию в 91-м попал, когда у нас пропали, до сегодняшнего дня нам выплачивают эти деньги. И вот сейчас попал еще раз в эту ситуацию. Ну, вроде бы денежки собираем для того, чтобы у меня 2 внучки и внук будут жениться, будут подарки на подарки, а вот сохранить получается, не получается деньги. По словам юристов, ситуация не безнадежная. Михаил Иванович и другие обманутые пайщики могут отсудить свои кровные деньги. Потребительский кооператив, в который он вложил деньги, действует на настоящий момент, он не ликвидирован. Поэтому в судебном порядке у него есть возможность получить свои денежные средства обратно, но еще и наказать потребительский кооператив за неисполнение своих обязанностей. Пенсионерам остается пожелать терпения и больше не попадаться на такие уловки. А данный пример, надеемся, станет уроком для остальных горожан. Елена Афанасьева, Гулхамитова, Дамир Хайбуллин, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.